Узбекистан и Афганистан подписали новый договор об эксплуатации железной дороги Хайратун-Мазари-Шариф. В Таджикистане сняли коронавирусные ограничения на границах. В США сбили уже 4-й неопознанный летающий объект. Количество погибших в Турции и Сирии достигло более 34 тысяч человек. США временно сняли запрет на санкции против Сирии. Узбекистан и Афганистан подписали договор о продолжении эксплуатации железной дороги Хайратун-Мазари-Шариф сроком на 2 года. Об этом сообщает портал centralasia.org. Управление железных дорог Афганистана и компания Согдиана Транс 12 февраля подписали договор о продолжении эксплуатации железной дороги Хайратун-Мазари-Шариф. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу компании Узбекистан Темир Юллары по итогам продолжающихся в Термезе переговоров. Согласно новому договору, Согдиана Транс будет осуществлять свою деятельность на данном участке еще 2 года. Кроме того, стороны договорились об ускорении совместного восстановления доставки грузов до конечной станции Мазари-Шариф и о подготовке специалистов администрации железных дорог Афганистана. В Таджикистане отменили ограничения, связанные с предотвращением передачи и возникновения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19 отменил с 8 февраля ограничения против коронавирусной инфекционной болезни во всех карантинно-санитарных пунктах службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения при пересечениях государственной границы Таджикистана. Сообщается, что решение было принято с учетом стабильных оценок эпидемиологической ситуации с инфекцией COVID-19 в стране, в то время как в России за прошедшие сутки выявили более 12,3 тысяч новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это 5-й день подряд, когда в стране фиксируют более 10 тысяч заражений, пишет РБК. Количество погибших в Турции и Сирии после землетрясения, произошедшего 6 февраля, достигло по меньшей мере 34 179 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на турецкий центр по координации чрезвычайной ситуации САКОМ и Министерство здравоохранения правительства спасения Сирии. Согласно данным САКОМ, количество погибших в Турции достигло 29 605 человек. В Сирии общее число погибших составляет 4 574 человека, в том числе 3160 человек в контролируемых повстанцами районах на севере-западе, по данным группы гражданской обороны «Белой каски», и 1414 человек в контролируемых правительством районах Сирии. Разрушительные землетрясения, магнитуды которых достигла 7,8, произошли в ночь на 6 февраля. В Турции и Сирии разрушены 1000 зданий. Анкара сравнила силу землетрясения со взрывом 500 атомных бомб. В ликвидации последствий принимают участие десятки тысяч человек из разных стран. Рейтинговое агентство «Фитиш» оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 миллиарда. Американские военные сбили еще один неопознанный летающий объект, на этот раз около озера Гурон, недалеко от канадской границы. Это уже 4-й подобный инцидент с начала февраля. Объект был сбит пилотами ВВС Национальной гвардии в воскресенье. Об этом заявила конгрессвумен от Мичигана Элиса Слотки. По словам одного из помощников конгрессменов, объект имел форму восьмиугольника и находился на высоте чуть более 6 километров, представляя опасность для коммерческих самолетов. Американские СМИ также сообщают со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, что с объекта свисали несколько нитей. Пентагон не считает, что сбитый объект представлял угрозу с военной точки зрения, однако американские военные думают, что он потенциально мог использоваться для разведывательных целей. Также в Китае сегодня заявили о неопознанном летающем объекте. Морские службы китайской провинции Шандун на востоке страны обнаружили неопознанный летающий объект недалеко от прибрежного города Циндао. Об этом сообщала китайская газета Global Times в Твиттер.
Газета Global Times сообщила, что бюро морского уезда ЦИМО города Циндао отправило местным жителям уведомление, в котором говорилось, что в акватории городского округа Чинджао был обнаружен неопознанный летающий объект, его готовится сбить, поэтому рыбаков попросили соблюдать правила безопасности. Подробности пока не сообщаются. В Минфине США заявили, что Вашингтон до 8 августа 2023 года вывел из-под санкций против Сирии деятельность по ликвидации последствий землетрясения. Как передает АПА со ссылкой на Хабар-24, в частности, Минфин США снял запрет на сбор или перевод средств, касающиеся оказания помощи после землетрясения. Речь идет о сборе и переводе средств в поддержку операций по ликвидации последствий землетрясения. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что никакие санкции не должны мешать оказанию помощи Сирии в связи с землетрясением.